Həmənizə salam, bu təzə gepləşik biznes barədə üstünlüklü telekeçiləri çağırıb onlardan biznes etməni öyrənəcəyik. Let's go. Və birinci mehmanımız Oleg, ya Oleg ağa, как вам удобнее? Олег. Oleg, İtalyan кофе брендinin distribütörü. Они начали производить уже здесь, обжаривать кофе. Я вижу в них конкуренцию. Bərdə Türkmənistanda abjarka edəniniz arzanaraq düşməyəm. То есть некоторые в свое время не увидели потенциал в зерновом кофе. Есть много крутых брендов, но они как привозили растворимый кофе, так и привозят. Поезд проехал мимо них. Müzəciyə nə edib gəldiniz? Рынок Туркмении где-то в день, я даже считал, 1 тонна кофе в день. Всей Bir Туркмении, gündə да. 1 tonna kofe gedir. Очень tяжело сейчас на рынок зайти. Nəli tapağıdı var? Misal üçün Türkmenistanda abjarka edəni, İtaliyada abjarka В своей edəni. компании не увидел потенциал, просто перешел в другую компанию, к конкурентам. Siz armiyadan gəldiniz, biraz telefon sattınız, sonra aşağı yurda gittiniz bir yıl, обратно Türkmenistan'a geldiniz ve Ferrero Russia kompaniyasına işe girdiniz. Doğru mu? Да. O yerden 5 yıl işləb, Lavatsanın distribütörü oldunuz. Lavatsan yüzü Да. oldunuz. И özünüz isat getiriniz o, просто tayin produksiyanı Türkmenistan boyunca paylayadınız, Да. satıyadınız. Ну, это проще всего, ты как бы не свои деньги вкладываешь, естественно, не на зарплату, потому что все, что связано с торговлей, магазин ли это, базар и так далее, что бы ты бы ни продавал, ни риэлтор или что, основная прибыль это от объема. Müzəciyə nə edib gəldiniz? Музети был моим конкурентом по Лаватса. Я просто узнал как бы инсайт информация, то, что есть такая компания, такие условия, есть потенциал роста, руководитель очень хороший. И я просто туда внедрился, и мне предложили хорошие условия, руководитель, которые по мне были, и я просто работал уже почти 10 лет в этой сфере. Sizə просто подфартило, və siz Lavatsada 5 yıl işlədiniz. Yox, Ferrera'da siz 5 yıl işlədiniz, sonra Lavatsaya geçdiniz. Lavatsada neçə yıl işlədiniz? 1 год где-то. 1 yıl işlədiniz, ondan sonra просто birisi geldi, не хочешь ли работать в музее? Нет, я сам их нашел. Они были моими конкурентами. Я в своей компании не увидел потенциал, просто перешел в другую компанию, конкурентам, так сказать. Özünüz bardınız. Да, я сам пошел, узнал, где они находятся, руководителей, просто предложил свои услуги по продаже их продукции. И мне все устроило, в принципе, я туда перешел. Sizə şu vaxt muzeyçini özünüz getirirsiniz, doğrudan İtaliyadan. Нет, я также бренд-менеджер, я просто лицо компании. Лицо компании. То есть sizə все равно produksiyanı birisi getirib verir, siz paylayıb çıxıyorsunuz. Или как все это происходит? Есть директор, который привозит официально, я просто продаю. Yəni siz özünüz İtaliyaya gedib, bu zatları satın alıb, bəri getirib, paylayıb ihsan ediniz. Нет, это Sizə не getirib нужно. verirlər, Да, siz просто Türkmenistanın içində paylayanız. да, действительно так. Sizdən başqa heç kim Türkmenistana Muzeti firmasını giriz bilən o. Но есть Ya договоренности, başqa satyanlar var mı? есть договоренности завода, мы просто дистрибьюторы, и никто не могут взять, так как есть договоренности именно этого бренда. Любые бренды можно поехать на выставку, договориться и привозить любой кофе, как во всем бизнесе. Misal üçün hazır mən тоже getirib kofe satacaq olsam, nə etməli? Сейчас другие времена. Я когда заходил, была ниша пустая. Очень тяжело сейчас на рынок зайти. Большая конкуренция. Я бы не советовал сейчас заходить с кофе. Потому что Gətirdiyinizmi kofedən olsun? очень тяжело будет. Нужны специалисты, нужно грамотный маркетинг, реклама и хороший качественный продукт. Kafeyni biznesə başlamaq üçün примерно nə kimi ad gərək? Кофейный бизнес. Допустим, bir sənə kafeteriya açmaq üçün
Если ты хочешь открыть кафетерий, это нужно найти место, локацию, все продумать. Для кого ты открываешь целевая аудитория. Исходя из этого, ты выбираешь формат. То есть с собой кофе, либо с посадочными местами, либо с кухней. Все зависит от твоего формата, от твоего бюджета. Можно поставить стол где-то в спортзале или на мойке и взять машинку в аренду или купить самую простую. Можно от 20-30 тысяч манат можно начать с точки с собой, кофе с собой. А дальше расти, развиваться, вторую точку и так далее. Все зависит от формата кофейни. А сіз зиялы, вот, допустим, дистрибьютор болжак болсаң, нәмші етмелі уақыт? Пул керекміш азад үшін? Чтобы стать дистрибьютором, это нужно официально открыть патент, найти хорошую продукцию, это то есть по выставкам желательно лично найти хороший завод, либо европейский, либо азиатский, просто договориться с производителем, и все официально привозить можно, по-моему, от 1 тонны привозить кофе и начинать его продавать. Но сізде, получается, тайын зат кетіреңіз, doğru değil mi? Уже обжаренный кофе келе сізе бәрді, сіз сатыңыз. Обжарка. Я сыроем келе бәрдем обжарка едеңіз ме? Мы продаем готовый продукт, так как это очень трудоемкий и сложный процесс обработки зеленого кофе. Лучше доверить это профессионалам, специалистам, которые учились этому, строили заводы и так далее. Это проще всего. Но здесь есть у нас 2 завода в Туркмении. Они начали производить уже здесь, обжаривать кофе. Я вижу в них конкуренцию. Ну, посмотрим, как дальше. Брендлары. Туркменские бренды есть, официальные заводы. Это Их все, в кимлер? принципе, знают. Нисил кофе очень крутой завод, я там был. У них большой рост, потенциал хороший. Базети мои давние, можно друзьями сказать, партнерами были в какое-то время. Тоже у них свое производство. Серьезные ребята. Олар özleri şu yaşıl kofeni getiriyorlar, berde обжарка ediyorlar и Да, они привозят официально зеленый кофе, его еще нужно привезти, лаборатории, чтобы все прошли сроки годности, хранения, регистрации и так далее. Это только вот 2 официальных завода. Türkmenistan'da yılını siz özünüz var, именно muzeytiden deyirlər, neçə tonna mı, kilogram mı satıyorsunuz? Nəli güçlü spros var? Но это коммерческая информация, я примерно могу сказать, рынок Туркмении где-то в день, я даже считал, 1 тонна кофе в день. Всей Bir Туркмении, günde да. 1 tonna kofe gidiyor. Да, я где-то 10-15% держу, у меня спрос. Все остальное это очень много других производителей, поставщиков. и так. 10-15% bolsa onda gününüzə 100 kilo, 150 kilo mu? Ну, плюс-минус. Все зависит от времени года, то есть летом меньше кофе пьют, зимой больше. От других факторов зависит. Ну, идет рост постепенный. Все равно люди переходят с растворимого на зерновой кофе. Постепенно, но это идет. А bu nişanı siz özünüz saylanız yok. Чисто случайно попали, правильно? Куда? В кофейную индустрию. Şu Lavaza'ya geçtim dediniz ya, birinci konfeti продавали. Ferrero Rocher. Да. Doğru mu? Lavaza'ya чисто случайно geçtiniz. Это наш был бренд, мне просто его дали. То есть один руководитель привозил кофе, и кофе, так как это итальянская продукция, то есть все вместе торговая компания привозила с Италии. И была просто линейка кофе. В жизни вообще все идет случайно, так понять, так сказать. И чтобы плавно перейдя именно к этой нише, я скажу, что нужно видеть потенциал. То есть некоторые в свое время не увидели потенциал в зерновом кофе. Есть много крутых брендов, но они как привозили растворимый кофе, так и привозят. То есть они в свое время не увидели в этом потенциал, и как бы поезд проехал мимо них. Совет
молодому поколению я бы дал, нужно увидеть потенциал, что будет завтра. Не сегодня, не сейчас, а что будет завтра актуально. Какая продукция, какие направления трендовые. И уже думать, если ты продавец, что ты продашь завтра. Не что Нәм сейчас. себеп болды зады? Вот сіз айттыңыз, растворимый кофеден зерновое geçtiler. Нәм себеп болды geçmeyene? Раньше, вот вы говорите, все пили растворимое, правильно? Зернового не было. Но что-то такое произошло, люди от растворимого перешли к зерновому. Это не было постепенно, это все 10 лет приходит как бы революция кофейная. Постепенно стали открываться кофейни. Одна из первых, кстати, наша была кофейня, уже 15 лет она, где Домино, бывшая кофейня, в Музете была. То есть нужно было просто открыть кофейню, потом другие увидели этот бизнес и начали открывать вторую, третью и так далее. Нужно как бы первооткрывателем быть, не бояться, не рисковать, какие-то свои ниши. Видишь открытые ниши, нужно заходить, и если это потенциально хорошая ниша, она выстрелит. А в чем разница растворимого с зерновым? Что-нибудь бір düşünдіріп кетшең. Нәм тапауды бар. Как вообще растворимое делается? Растворимое – это просто тот же зерновой кофе, просто идет по-другому его обработка. То есть на заводе готовят из него кофе, так же как большие кофемашины стоят, под паром проходит обработка под большим давлением. И, грубо говоря, это замороженный тот же эспрессо, только под давлением, под большой температурой. То есть это уже сваренный кофе на заводе и раздробленный в мелкие гранулы. Вы его просто как бы... Это как сухое молоко. Вы его просто кипятком растворяете, и оно, получается, как бы просыпается. А так оно его... То есть его сварили на заводе, на большой кофемашине и заморозили, грубо говоря, простыми словами. Почему оно зашло в свое время? Потому что это быстрая скорость, налил кипяток, удобно, не нужно оборудование и так далее. Это эпоха времени, так скажем. А сейчас, чтобы заварить кофе, нужно машинку, либо надо в турке время потратить, какое-то дополнительное оборудование, усилия и сам процесс. То есть люди жертвуют, грубо говоря, временем, но получают такой готовый продукт. А если ты хочешь быстро, получаешь такой продукт. Такой вопрос. А есть польза от кофе? Если есть, то на что? На что влияет? Польза от натурального, потому что там От свои ферменты. нету? От растворимого практически нету. Просто там есть какая-то доля кофеина, которая тебя взбодрит, но нету других веществ, которые именно в пищеварении задействованы для улучшения организма, печени и так далее. Польза есть однозначно. Кто пьет натуральный кофе, сразу чувствует, что есть разница между растворимым. А вред какой-нибудь есть? Вред больше 5 я бы не советовал чашек, и на голодный желудок тоже вредно. Нужно либо после завтрака выпить кофе, либо с молоком его разбавить. Чистый, крепкий кофе, он через 2-3 года скажет о себе знать организму. Не советую утром натощак пить его, только через час. Или с молоком. Почему в Европе все пьют утром капучино, только ближе к обеду уже эспрессо американо и так далее. А вот сказали арабика, не арабика. Это что такое? Это сорта кофе, которые произрастают в разных регионах, в зависимости от страны. Что считается арабика? Арабика – сорт кофе, который вырос, как правило, на высокогорье. Это сорт кофе, который в основном легкий, то есть там минимум кофеина, максимум другие вкусовые ноты, цитрус, ягоды. То есть там непривычный, как мы привыкли, горький кофе, а именно цитрусовые, то есть как легкий чай, так скажем.
Хотя там есть доля кофеина, но он пьется приятнее и можно без сахара его употреблять. А какие еще виды есть? Есть арабика еще. Есть арабика, есть робуста. У каждого свои плюсы и минусы. То есть робуста – это дикое дерево, грубо говоря. Если простым языком сравнить, это робуста – это вот яблоня наша, например, туркменские яблоки. Они зелененькие, маленькие, но они вкусные, то есть сладкие. Но они на внешний вид некрасивые, да, там маленькие, там, это робуста, да, грубо говоря. А арабика – это такие большие яблоки, красивые, где-то не такие сладкие, кислые, но они, то есть в основном у них товарный вид такой красивый. Тоже у арабики, если зерно сравнить, там зерно будет красивое, ровненькое, но оно такое вот легкое. А робуста, оно такое жесткое кофе, то есть в основном за арабикой ухаживают, поливают, удобряют. А робуста, оно само по себе практически растет, где-то удобряют, ну, как дикое дерево считается. Хотя стараются его как бы культивировать, масштабировать. Но оно само по себе такое жесткое, дикое дерево. Вам больше что нравится? Робуста, арабика? Мне смеси нравятся, потому что букет дополняет друг друга. Где-то кислинка перебивает горечь, где-то горечь, крепость, чувствуются там другие ноты, шоколад и так далее. Это все равно, что сделать яблочный фреш с разных яблок. То есть если у кого-то есть дома соковыжималка, вы кинули 3 разных яблока, зеленое, красное, желтое, и сделали с него фреш, простыми словами. То же самое кофе, разные сорта кофе, ты из него сварил кофе, то есть разные вкусовые нотки выходят. А почему в Туркмении не выращивают эти деревья? Почему они здесь не растут? Это вечно зеленое дерево, оно только на экваторе растет. Свой регион есть, это несколько стран. Кофейный пояс такой, свои территории есть. Поэтому это Африка, Америка и Азия немножко. Siz вот zat dediniz, то, что Turkmenistan'da 2 tane fabrika var по обжарке, да, кофе. Вот. Но вы все равно с Италии привозите кофе. Бәрде Turkmenistan'da обжарка edeniz arzonroq düşməyəm. И nəli tapavdı бар? Misal üçün Turkmenistan'da обжарка edəni, Италияда обжарка edəni. Ну, во-первых, люди, специалисты, там годами работают. Я когда был на заводе, там почти пенсионный возраст сотрудники. По 60, по 70 лет. То есть люди по 50 лет обжаривают кофе. Молодежь, естественно, учится где-то там, студенты. И на заводах работают взрослые люди, профессионалы, которые занимаются этими годами. Что касается местного производства, все равно сырье импортное, упаковка импортная, оборудование импортное. Практически... Шобыр-бахайчики, короче. Да. И ты, может быть, где-то как-то будет в дальнейшем что-то изменяться. Но пока рынок стабилизировался, в общем, ценовая политика практически одинакова. Onda nə manası var, eğer şobır-baxaya çıxan bolsa, bərdə обжарка etmək? Типа özümki demək üçünmü? Это свежесть продукта. Когда ты пожарил кофе, у него первые 3 месяца есть, его можно называть свежим. То есть все равно, когда оно едет 2 месяца, оно уже... Хотя я его быстро продаю за месяц, но некоторые привозят его, год продают, 2, и оно все равно выдыхается, уже свежести такой нету, чем местное производство. Местное ты пожарил, на 3-й день ты его можешь уже продавать, заваривать, оно как бы специфика зерна, оно как бы свежее. Это как любой другой продукт. Чем свежее, тем оно лучше, и ценность вырастает. Onda местные кофелар qoğub aləm, чем daşa yurtdan gətirəlimizə. И все зависит, кто это делает и как. Изначальное сырье нужно смотреть. Местное все равно нужно тестировать. Последнее слово за клиентом. То есть известные бренды мировые, либо
местные начинающие бизнесмены. А такой вопрос. Sizde вот klientlarınız var. Gününüze там 100 kilo alya. Doğru mu? Почему бы вам Daşa yurttan kofe getirip, ziloni özünüz обжарить edip, öz kofenizi, öz brendinizi çıkarıp satmayanız? Но это из разряда, если ты хочешь сэкономить деньги, да, там, привезти сырье, сам обжарить, где-то заработать, сэкономить на этом. Во-первых, это тяжелое, это уже завод, производство. Во-первых, юридическая сторона очень сильная должна быть. Стабильность, у тебя должно быть постоянно стабильное кофе на складе, условия хранения. Это очень трудоемкий бизнес, это нужны технологи с высшим образованием, которых именно по обжарке кофе, которых у нас здесь и нету. В общем, это очень все сложно. Если делать правильно, то это все сложно. Я, как сказал, только 2 завода это все делают на уровне. Остальное время покажет, как. Короче, size qiyinchilik gerek değil. Tayinizı satyanız, pulunuzu alyanız и довольны. Ну, Окей, есть да. свои подводные камни, есть свои риски. То есть везде риски есть. Nəli sizdə вот nəli risk var? Риск невозврата кредита в основном у меня. То есть кто-то открывает кофейню, просит о помощи, там месяц-два попросили в кредит, то ли оборудование, то ли продукцию, потом смотришь, он не может работать, банкротится, и ты замораживаешь свои средства. Не можешь Sizdən qarzını alya, короче, kofe. Onu satya, но pulunu verməyə. Ya satıb bilməyəm, просто kofeni qaytarayam izinə. Нет, именно по открытию кофеин неправильно открывают или неправильно реализовывают продукцию. Это риски, то есть невозврата долгов. Vermədik vaxtları ən ulu yitir görən sunmanız nə kimi? Ну, таких прям провальных у меня не было. Есть пару кафешек, которые там несколько лет не отдают деньги, но они уже... Кто-то улетел, кто-то потерялся. Ну, я на обиду не держу, все равно как-то вернем это все в дальнейшем. Nə kimi yitirdiniz? Ну, Nə kimi verən oxlar? İstər. не такие большие суммы, где-то порядка 30-40 тысяч манат. Это... То есть я такими суммами большими стараюсь не рисковать. Если мы даем в кредит, по чуть-чуть, степ-бай-степ, смотрим, как работает, как отдают, потому что нужно, чтобы не было кассового разрыва, нужно всегда ликвидность. То есть ты продал за наличку, заказал новый кофе, потому что время доставки дорогое, и заморозка денег здесь не нужна у нас. Нужно, опять же таки, база, математика, цифры, проценты. То есть, чтобы успешным, хорошим бизнесменом быть, нужно знать математику. Хорошо. Вот matematika dediniz. Bir çaşka Amerikan sizdə nə kimi? 20 манат здесь, но есть скидки 20 50% до 11. Себестоимость nə kimi? Себестоимость 4 маната. 4 manata. 4 маната. Именно как продукт. Туда накладывается уже зарплата, аренда и так далее. А само кофе 10 грамм вы можете, если вы в кофейню ходите, увидеть, какой кофе, примерная стоимость его, делите на 100, и вот американо, грубо говоря, 10 грамм, 1% от стоимости пачки, грубо говоря. Остальное это уже в зависимости от заведения, то есть ремонт, обстановка и так далее. Реклама, Bir paçkadan 100 çaşka çıxıyor. 100 чашка, плюс-минус. Там. Маржинальность хорошая, но есть и риски, потому что есть начальный взнос, то есть оборудование, ремонт и так далее. Поэтому, чтобы выйти в плюс любой кофейне, нужно в день от 50 чашек продавать. Минимальные, чтобы все закрывать
казалось, да, там маржа какая-то там есть, но если нет оборота, очень тяжело будет работать в плюс. Berqarar neçə çaşqı satya, arkaç neçə satya? Ну, мы где-то сравнялись, плюс-минус по 200 чашек где-то мы продаем. И там, и тут. Да, в день. Хотя есть конкуренция, есть много других хороших точек. Просто у нас свой формат, свой контингент. Всем хватает, в общем. Şu vaxt pikində mı кофейная индустрия? Либо вот только Шумат, başlandı mı bu? уже стагнация даже, скажу. Обратно gidib başladı. Обратно, чуть-чуть, слегка. Почему? Потому что свободных мест уже нету, чтобы открыть кофейню, да. Уже везде, где можно было, уже открылись мойки, автосервисы, торговые центры, базары. Везде уже открылось, и сейчас идет новый этап, то есть это конкуренция за качество. Если первые 10 лет все открывались на хайпе, открылся и все, главное открыться. Сейчас идет борьба за клиента, чтобы он именно к тебе пришел, не пошел к конкуренту и так далее. Поэтому многие не выдерживают этого, кофейни, и закрываются. Может быть, если в месяц открывается сейчас 3 кофейни, 2-3 тоже закрываются. Поэтому это про Ашхабад. Про вилаяты рост еще идет. Особенно в простых городах, таких как не вилаятских центров, а вот маленьких городах: Кирки, Теджен, там Кызыларбат, мой город любимый. Короче, там есть смысл открываться, Там в Ашхабаде есть уже смысл. нету. В Ашхабаде тяжело. Нужно сопутствующий какой-то бизнес, не только кофе, например, еда. Сейчас идет вообще тренд, коллаборация с какими-то бизнесами. То есть открыл книжный магазин, рядом кофейня, цветочный магазин, кофейня. Какая-то коллаборация идет с чем-то. Не только на кофе нужно рассчитывать. Даша юрта, это в Америке, в России, в больших городах, есть кофейни, где по подписке продают. В Туркмении есть такое? Нет. То есть по Насколько абонементу. И на там, грубо говоря, 100-200 манат платишь, и каждый день там приходишь, У нас такого пьешь. нету. Нет такого. Ну, это может быть ниша не занята, может быть в дальнейшем кто-то займет. Если сейчас вот вы начинали бы свою деятельность, либо начинали бы строить бизнес, по какому направлению вы бы пошли? Мой первый бизнес, я не рассказал про него. Это было 15 лет назад. Я приехал с России, купил себе машину. И, грубо говоря, таксовал. То есть, почему я называю это бизнесом? Ты ответственен за технику, то есть вовремя, чтобы она работала, бензин был заправленный, за технику безопасности, за людей, которых ты перевозишь, за место, где ты ездишь, чтобы не сделать аварию, не причинить вред. То есть вокруг тебя везде ответственность, и у тебя нет зарплаты. То есть ты выехал на улицу, ты заработал, это тоже маленький бизнес. И молодому населению, поколению я совет дам, то есть сделать права, найти какую-то машину, не таксовать, но это как бы машина, это первая ступень в бизнесе, это ответственность. Онлайн-доставки сейчас, потому что у нас с доставкой очень проблема. Многие, смотрю, жалуются, нету водителей, не хватает доставщиков и так далее. Я думаю, сервис доставки очень востребован будет в будущем сильно. Если у кого есть возможность, автомобиль, можно с этого начать. Это как был стартап. И бизнес, и деньги. Чтобы поднакопить или для чего? Поднакопить можно с маленькой машиной и так далее. Можно взять в аренду, можно попросить. Допустим, там год потаксовал, какую-то там сумму, допустим, накопил. Потом, в какую нишу бы вот сейчас вы зашли бы?
Что может вот стрельнуть буквально там завтра, послезавтра? Я так особо не акцентировался на этом. Это надо посмотреть тренды зарубежные, ближнего зарубежья, куда все идет, какие направления. Потому что все, что там происходит, постепенно все к нам возвращается. Опять же, с какой суммой ты заходишь, с какой целью и с мотивацией. Мотивация заработать денег – это одна, заниматься любимым делом – это другое. То есть тот же мойщик, который моет машины, он, если это делает хорошо, у него постоянные свои клиенты, которые платят сверху, у которого там забито на весь день вперед. Тот же парикмахер, стилист, если он делает это хорошо, качественно, у него все под записи. У нас в стране, в общем, малый бизнес очень хорошо развит, то есть никаких таких особых ограничений нету. Поэтому все ниши можно зайти спокойно, главное качественно это делать. И постепенно ты вырастешь в этой нише. Тот же мойщик может в дальнейшем открыть свою мойку, взять в аренду, открыть вторую мойку и так далее, расти. Тот же стилист работал обычным стилистом, через 2-3 года может открыть свой салон красоты и так далее. Все зависит от человека, от фундамента, корней его. То есть трудолюбие, честность и так далее. Самое главное – качество. А вырасти можно в любом сегменте. Просто нужно делать это хорошо, делать это лучше всех. Чем ты будешь лучше это делать, тем быстрее ты вырастешь в любой сфере. Ne deyip sizin gününüz, вот, рабочий gününüz, geçe. То есть siz вот ilben turdunuz, sizin ediyen işleriniz, рутина, скажем так. Рутина – подъем в 7, завтрак, потом я отвожу детей в школу, всегда сам. Приезжаю на свои точки, смотрю, как все прошло, как вчерашний день отработали. На точке diyeniz, bir neçe точкаңыз У var? меня 2 точки, Аркач и Беркарар. İki yerdə hem kafeteriyаңыз var. Да, 2 кафетерии. Это как бы место встречи, где мы находимся, удобная локация. Но основной бизнес у нас B2B, то есть продаем кофе для кафетерии. А кафетерия – это как бы лицо компании, то есть я обязан следить за этим. А потом еду в офис, отчетность, планы на день. Потом в течение дня ездю по партнерам, по клиентам, общаюсь, встречи. Домой в 9, в 10, 12 часов рабочий день. В Стандарт. основном офiste geçe. Не, в городе. Офис, городе? офис это моя машина, как бы я все встречи. Мобильный очень, могу в день по 100-200 километров ездить. Как бы в Ашхабаде больше 400 кофеин. Естественно, работы много хватает. 400 кофейн, которые size değişti mi? Не, в общем, кому-то что-то нужно, моя помощь, консультация, кому-то с кем-то надо встретиться, кто-то хочет открыть кофейню, кто-то хочет, наоборот, продать кофейню или оборудование, потому что открывают на хайпе, а без опыта работы не могут работать, продают бизнес. Bunlar Siyode merkezi tarafından какие-нибудь условия var mı? То есть şartlar koyuyor mu? Şu zatları etmesen zada girip olanok, Siyode merkezi girip olanok. Mesela için ben aytayın, Россияда и там Дубайда, мен болып көрген жерлерде, у них огромный перечень условий, которые надо обязательно выполнить, чтобы зайти в их торговый центр. Здесь бәрде Түркменстанда шоял затлар var mı? Нәлік қиыншылықтар var? Все зависит от торгового центра. То есть каждый торговый центр себя позиционирует для определенного клиента. Все торговые центры, там не нужны условия, только единицы просят, потому что это имидж, авторитет. Нужно соблюдать правила работы. То есть köpüsü просто yerinin там pulunu төлеп, грубо говоря, аренда pulunu төлеп, Да. спокойно girip zadını sat vermeli. Спокойно можно, да, в любой торговый центр подойти к руководству, не нужны знакомые, показать свой бизнес-план. Я думаю, 90% согласятся на место.
Qaysi точкада көп işləyəniz? Arkadaşdım ya bir kararda. Аркач по сумме одинаково, по чекам у меня чуть больше Биркарари, потому что там у меня целевая аудитория – это продавцы в магазине. Так как там очень много точек, кофеин, моя целевая аудитория – это сотрудники торгового центра. То есть я сделал доступные цены, чтобы средний класс мог себе позволить кофе, напитки и так далее. Сотрудники deyib, типа, şu Kaptaldagi magazin zatları satıyorsunuz. Продавцы, да. У нас там где-то 300 магазинов, почти в каждом кто-то пьет что-то, чай, кофе. Это тоже моя целевая аудитория. Поэтому нужно, прежде что-то открыть, нужно свою целевую аудиторию выбрать. Для кого? Соответственно, ценовая политика, marketing и так далее. Но sizin доходunuz bu magazinlardan değil. Siz основной şu бизнес zatları. B2B, да. Основное B2B. это работа с клиентами по стране, по точкам и так далее. Bir yıllık оборотыңыз neçə manat? Я не знаю. Это только директор знает. Biraz maşqala barada тоже aytıb verin. Как вы совмещаете семью и работу? Как я совмещаю? Со временем приходится выбирать либо семья, либо работа. Но так как мы живем ради детей, то есть заводим семьи, мы же все равно кому-то это все должны оставить. Поэтому воспитание детей для меня это очень на первом месте стоит. И чтобы совмещать, мне приходится жертвовать как бы работой, соответственно, делегировать полномочия, нанимать дополнительных сотрудников, отдавать почти 30-50% работы новым сотрудникам. Также смотришь, присматриваешься к своим сотрудникам и их поднимаешь, как говорится, по служебной карьере и даешь им свои полномочия. Соответственно, ты где-то жертвуешь своим доходом, но ты получаешь какие-то часы в день, чтобы уделить семье, детям. У меня 3 детей, 2 сына, маленькая дочь. Поэтому вечером я всегда уделяю детям, гуляю, объясняю те же постулаты и моральные установки, как бы внедряю. Также начали читать Библию, объясняю, что такое хорошо, что такое плохо. То есть готовлю преемников, да, к себе в дальнейшем, может быть, помощников и так далее. Вообще бизнес и семья – это отдельное направление. Я всегда говорю, жизнь – это как лестница. То есть одна перила – это работа, одна перила – это семья. И ступеньки, они должны пересекаться. Если у тебя в семье все хорошо, тыл хороший, любящий человек, то и в работе у тебя все хорошо будет. Если у тебя в семье что-то не так, либо ты вовремя не женился, не завел детей, у тебя нет ответственности, то и в бизнесе ты такой же безответственный. Это одно из как бы фундаментальных явлений. Любого топового бизнесмена взять, у них всегда семья, то есть многодетные, как правило, и они все совмещают, как бы все нормально. То есть у вас такого перевеса нету, баланс бар. Баланс нужен, друг друга дополняется. Где-то ты от работы дома отдыхаешь, где-то работа тебя дом вдохновляет на работу или стимулирует. То есть ты встаешь, нужно содержать семью, нужно дать детям образование, ты идешь с мыслью, чтобы заработать деньги. И домой ты возвращаешься, чтобы как бы мысли, стресс снять и так далее. Eng ulu qazanı görən summanız neçə manat ayınıza? Это как? Ну, за месяц максимальное количество денег, которые вы заработали. Я не припомню, я не могу сказать. Elinizdə tutu görən
и максимальное количество денег сколько? Я не считаю деньги, потому что все, что приходит, я отпускаю обратно в оборот. Я, то есть, беру какую-то там 5-10% на нужды, там, машину заправить, домой продукты купить. Все, что у меня есть, оно все крутится, я также в оборот кидаю, я так не могу это посчитать, потому что все в обороте. Нельзя так как бы вытащить, потратить на что-то. Это приходится жертвовать бизнесом. Если ты хочешь расти, нужно просто вынимать свои на определенные нужды средства и расти так дальше. Maslahat veringani 5 tane kitap, top 5 kitap, чтобы стать успешным бизнесменом. Человеком, да. Ну или человеком. Лучше бизнесменом. Бизнесменом. Для меня, ну я так как верующий человек, у меня всегда в доме религиозные книги были от мамы еще. И у меня была детская Библия. Она очень полезная, там все доступно на детском языке, написано обычные, казалось бы, постулаты, 10 заповедей, то есть сейчас их даже многие не знают. Это все 10 законов жизни. Если их придерживаться, то в жизни у тебя будет все хорошо. Это что касается моральной установки. Дальше я учился в школе. Это школьная хорошая программа образования. То есть базовые сказки, то есть Пушкина о рыбаке и рыбке. То есть алчность свою нужно сдерживать. В старших классах это было Гоголя «Мертвые души. Ревизор». Произведение очень именно связано с моральными установками. Если кто-то взрослый не читал, советую почитать эту школьную тему. Классику, короче, читать. Классику нужно читать, именно закладывать базовые установки, которые тебе в дальнейшем помогут. Я вырос таким вот честным, правильным, и это мне помогло, так как руководители видят честных людей, почти всегда они их проверяют, тестируют. Если ты эти проверки проходишь, они, то есть, тебе доверяют. Сначала работа, потом финансы, потом все остальное. А как вот эти вот книги, которые сейчас выходят, там, «Думай и богатей», как еще там, «Самый богатый человек в Вавилоне». Я, честно сказать, эти книги не читал, не слежу за ними. В принципе, мне мои моральные установки достаточно. Я не собираюсь становиться миллионером, и в этой жизни уже не успею, наверное. Может Вы быть, выросли на классике. я вырос на классике, русской литературе только. на русской литературе, именно закладка, корень. Это дает, в дальнейшем это все помогает тебе. Башка бизнесіңізден бар ма? Лучше не распыляться, а заниматься узконаправленной деятельностью. Я вообще, мне нравится продавать, общаться с людьми, видеть их потребности и быть лучшим в этой сфере. То есть продавцов много, но хороших продавцов мало, так же как хороших барист мало или и так далее.